Добрый вечер, на ТНВ Новости, в студии Альбина Слугараева. И сегодня в выпуске. Такой вот апрель. Как будто Новый год наступает по-новому. Как зиму встречали в Татарстане, что прогнозируют синоптики. Репортаж Адель Коломиец. Сельский апокалипсис. Зажигал эту печку, а потом думаю, таки газом прийти посмотрел, раз, а там на центральном проводе, оказывается, газа не было. Почему жители целого села в Нижнекамском районе остались без газа? В нашем репортаже. Мотоциклы между рядами и на отдельной стоп-линии. Нам бы стало комфортнее на дорогах. В первую очередь для мотоциклистов будет опасно. Что в Татарстане думают по поводу федеральных предложений, узнал Дмитрий Аренян. Успеть за 13 секунд. Светофор очень короткий. Я перехожу быстрым шагом, и то не успеваю. Почему казанцам не хватает времени на переход дороги во время зеленого сигнала светофора? Разбирался Салават Мухаммадуллиан. Обещанная непогода настигла республику. Юго-восток Татарстана накрыла снегом. Первыми зимние пейзажи увидели жители Бавлов, Азнакаева и Бугульмы. И зима пока не собирается отступать. Метеорологи в ближайшие 2 дня прогнозируют только ухудшение погоды. А инспекторы ГИБДД просят водителей пока воздержаться от дальних поездок. О зиме весной. Адель Коломиец. Дворники вновь взялись за лопаты, автовладельцы за щетки. Зима сыграла злую шутку с апрелем и решила вернуться. Снегом сегодня накрыла весь юго-восток Татарстана. В Лениногорске уже начали лепить снеговиков, а в Челнах массово переобуваться. Бугульминцы и вовсе запутались, какое сейчас время года. Как будто Новый год наступает по-новому. В Бугульме только за ночь осадки выпали в 2-кратном размере. На дорогах гололед и каша, но коммунальщики были готовы к сюрпризам. Мы знали, что снег будет, наши службы готовы. На данный момент задействовано 6 единиц техники на расчистке. Первыми зимние пейзажи за окном обнаружили жители Бавлов, Азнакаева, Лениногорска. Соцсети весь день пестрят заснеженными фото и не только. Люди к переменам подходят с юмором. Одни уверены, надо подождать, зима уйдет в мае. Другие, несмотря на заснеженные поля, уже готовы сажать картофель. Рано, говорят метеорологи. Снег, он может, конечно, повлиять, поэтому заранее не стоит так начинать посевную кампанию. Не стоит выезжать и в дальнюю дорогу. Об этом просят автоинспекторы. На трассах ситуация не лучше. Сегодня уже произошло несколько ДТП. А в связи с ухудшением погодных условий дорожные службы перешли на особый режим. Подготовили 158 единиц спецтехники. Метеорологи прогнозируют дальнейшее ухудшение до выходных. Зима еще погостит в Татарстане. Адель Коломиец, Фуат Гасин, Булат Шафигуллин, Игорь Романов. ТНВ, Бугульма, Нурлат, Казань. Буквально зимовать и мерзнуть пришлось сегодня и в домах жителей села Кулмаксан Нижнекамского района. В 3 утра газовые печи и колонки перестали работать. Оказалось, лопнул трубопровод, питающий всю деревню. Причина ЧП оказалась природной. Что же произошло? Об этом далее. Все произошло на рассвете. То, что случилось с ЧП, жители деревни в буквальном смысле почувствовали на себе. В домах резко похолодало. Я в 3 часа утра встал, прохладно дома, но зажигал эту печку, а потом думаю, таки газом прийти посмотрел, раз, а там на центральном проводе, оказывается, газа не было. Для деревни, в которой все дома отапливаются газопроводом, такое отключение – настоящее ЧП. Во все 166 домов голубое топливо перестало поступать одновременно. Оперативно на место прибыли газовики, им помогал и местный специалист. У меня задача вот это все население объехать, кто дома нет. Я знаю эти дома, я с улицы их закрыл. И звоню, предупреждаю, что у вас закрыт кран с улицы. На работу раньше привычного пришла сегодня и местный фельдшер. Для пациентов она прогрела процедурную. С утра я пришла на работу. Вот у нас тут процедурный кабинет. Больные приходят на процедуру. Я включила тепловентилятор, согрела кабинет. Все больные пришли, ушли с процедур. Потом в приемном кабинете включила. Без отопления осталась и местная школа, но учебный процесс не прервали. Тепло, по их словам, в здании сохранилось. В школе тепло, мы будем 4 урока учиться, а потом посмотрим, если холодно будет, учащимся дискомфорт будет, мы их будем отправлять домой. Газоснабжение сегодня восстановили, к обеду выяснили и причины. Оказалось, у въезда в деревню сошел грунт прямо на газопровод. Труба под весом лопнула, утечки не произошло. Вовремя отключили.
Данное, так сказать, повреждение находилось в 2 километрах от населенного пункта. Выбросов газа не происходило, так как вовремя сработали наши работники, закрыли отключающее устройство, поэтому взрывоопасного положения для населенного пункта не было. Сейчас специалисты займутся изучением природного явления, ведь раньше оползни здесь не было. Альбина Слугараева, Александр Комаров, Рафаэль Ракипов, ТНВ, Нижнекамский район. Массовый мор рыбы в займище в Татарстанском Росприроднадзоре объяснили недостатком кислорода. Сегодня обнародованы результаты анализов воды из Волги. Рыба задохнулась и замерзла. Напомним, на прошлой неделе на берег Волги в Зеленодольском районе выбросило 1000 мертвых щук, судаков и даже андатр. Местные подозревали, что массовый замор случился из-за сброса отходов в реку. Анализы показали обратное. Учитывая, что нормальный уровень соответствует 53-й отметке, на момент выезда показатель был на отметке 51,47. Таким образом, при промерзании поверхности водоема произошла массовая гибель рыбы. Это природное явление, и в связи с отсутствием человеческого фактора установление нарушителя не представляется возможным. Встали на рельсы ради чистого города. Экологи и главы районов Казани сели на поезд, чтобы оценить чистоту пригородов. Результат проверки – 100 мусорных свалок вдоль железной дороги. О том, какие районы столицы попали в черный список, Сергей Хайдаров. Поваленные заборы, мусорные свалки и даже трупы животных. Все это хорошо видно из окон поезда. Этот рейс необычный. В вагонах экологи, журналисты и главы районов Казани вместе выявляют незаконные свалки вдоль железных дорог. А такие наблюдались почти в каждом районе. Исключением не стал и Советский. Объезд показал то, что на территории Советского района имеются навалы мусора, небольшие скопления, ежегодно, причем ежегодно на одних и тех же местах. Мусора все больше, да и мусорят все те же. Ежегодно злачными для свалок местами становятся овраги и труднодоступные леса. Из окон поезда проблемы как на ладони. Подобные экологические рейды на территории Казани и примыкающих районов проводятся с 2007 года. По данному маршруту только за прошлый год было выявлено 92 нарушения. Ситуация не улучшилась и в этом году. Почти 100 нарушений за 3 часа. Однако сегодня инспекторы ограничатся лишь предупреждением. Главам проблемных районов поставили задачу устранить экологическую угрозу уже до начала мая. Нерадивых накажут рублем. По физическим лицам говорим мы от 2 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 до 30, а что касается юридических лиц от 100 до 250 тысяч рублей. То есть и ущербы. Мы еще дополнительно, у нас есть полномочия рассчитывать ущербы, мы в рамках закона будем привлекать. Основные причины свалок, говорят экологи, это дачи, огороды и гаражные кооперативы. Как правило, здесь отсутствуют контейнеры для мусора. Устранить проблемы главы районов обязаны до 1 мая. В противном случае административный протокол. Сергей Хайдаров, Рамзиль Гарипов, ТНВ Казань. Дорогу мотоциклам. Первый вице-премьер страны Игорь Шувалов поручил МВД и Минтрансу проработать 2 существенных изменения в ПДД. Больше привилегий хотят дать мотоциклистам. Что по этому поводу думают в Татарстане, узнал Дмитрий Аринин. Они могут и поцарапать, они потом будут говорить, что мы по своей. Мы по закону все едем. Казанский водитель Виктор возмущен возможным законным правом мотоциклистов ездить между рядами машин. Такой поворот дел, говорит, может обернуться большими бедами. И в первую очередь для мотоциклиста будет опасно. Потому что в машине ты вот в коробке. И на этом пути аргументации стоит целый ряд автомобилистов. Ну, очень негативно отношусь к этому. Они же гоняют. Опасно могут тут стекла там задеть, просто как бы не усмотреть же за ними. Мотоциклисты, напротив, возможных переменах для всех видят только хорошее. Нам бы стало комфортнее на дорогах, и мы бы, мне кажется, только создавали меньше проблем для автомобилистов. Единственное, что просьба автомобилистов, надо еще больше чаще смотреть в зеркала, вот и все. И никаких проблем у нас не будет. На это чаще смотреть в зеркала у автомобилистов свой взгляд. То есть, я не знаю, кочка, яма, либо что-то впереди резко появилось, либо что-то остановилось, он инстинктивно будет выворачивать руль либо влево, либо вправо, естественно, не глядя ни в какие зеркала. По данным ГИБДД, в минувшем году мотоциклисты так или иначе в аварии попадали более 60 раз. Порой это заканчивалось травмами и смертями. Еще одно предложение сделать вторую стоп-линию. То есть, чтобы мотоциклисты останавливались отдельно на 5 метров ближе к перекресткам.
Эта инициатива вызывает меньше споров. Однако татарстанские парламентарии к обоим федеральным предложениям относятся скептически. Мне кажется, это не до конца продуманное решение. Это поведет ДТП больше, это будет аварийность, двойное сцепление. Это сегодня надо будет столько переделывать, столько светофоров как-то надо будет делать, сцепление двойное. Зачем? Какой путь ждет дорожные правила, решат Минтранс и МВД. Для этого в Москве на одном из перекрестков обкатают выдвинутые инициативы. Дмитрий Аринин, Марат Зайдуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Успеть за 13 секунд. Именно столько горит зеленый сигнал светофора на перекрестке возле РКБ. Пешеходы говорят, что они просто не успевают перейти дорогу. А чуть замешкаешься, начинают сигналить возмущенные автомобилисты. Салават Мухаммадуллин попытался найти решение этой проблемы. Только увидев зеленый сигнал светофора, как на марафонском старте, люди срываются с места. В запасе у них только 13 секунд. Правда, успеть перейти дорогу за это время удается не всем. Пожилым людям, инвалидам и мамам с колясками здесь особенно трудно. Я перехожу быстрым шагом, и то не успеваю. Для того, чтобы мне перейти, надо минимум 25 секунд инвалиду войны. А бабушки, которые на колясках тут ездят, им вообще надо минут 30. Фазу перехода для пешеходов в центрах организации дорожного движения рассчитывают по специальной формуле, где скорость человека равна 1,3 метра в секунду или 5 километров в час. Почитаем. Зеленый здесь горит 13 секунд. Расстояние сейчас измерим. Около 10 метров. Судя по этим параметрам, человеку здесь для перехода нужно 8 секунд. Плюс 5 прибавим для маломобильных пешеходов. Итого, по правилам, здесь все верно. И времени достаточно. Только что верно в теории, на практике не всегда подтверждается. И короткий сигнал светофора – это прямая дорога к дорожно-транспортным происшествиям. Для пересмотра отведенного времени мы обратились к специалистам автоматизированной системы дорожного движения. Увеличивать это время нецелесообразно, потому что там большой поток транспорта, в том числе и общественно, движется по Оренбургскому проезду в сторону РКБ, прямо и направо поворачивают. И добавление лишних секунд пешеходам приведет к тому, что будут возникать заторовые ситуации для транспорта. Что хорошо водителям, то плохо для пешеходов. Поэтому дополнительные секунды ждать здесь не стоит. При этом, если у вас есть вопросы по работе остальных светофорных перекрестков, а их в Казани 329, то вы можете обратиться по телефону, который сейчас на экране. Салават Мухаммадуллин, Даниил Филатов, ТНВ, Казань. Деньги в неизвестность. Дорога села Воронина Зеленодольского района настроила жителей против руководства поселения. Первые хотят нового асфальта и для этого, утверждают, платят по программе самообложения. Но обещанного ждут уже 3 года. Как сельчане и исполком не поняли друг друга. Рамиль Шайдуллин. Личная трагедия Вакказа Тазуддинова. Дорога у дома разбита. Выручает только клиренс. Застрянешь, будь машина немножко ниже. Деньги по самообложению на ремонт дорог собирают ежегодно, но самого ремонта нет, утверждает владелец седана. Председатель исполкома обещает, якобы мы свод тут соберем, приедем, людьми поговорим, дорогу будем делать вам. Это просто обман. Жители говорят, что когда деньги на дороге сдавали, власти обещали, но не приехали ни в прошлом году, ни в позапрошлом. А воронинцы тратятся уже на 2 фронта. На дорогу ожидаемую и пусть плохую, но реальную. Это все мы ремонтируем и за свой счет. Ежегодно мы закупаем там какой-то щебень, там какие-то отходы стройматериалов, засыпаем в эти ямы. И, в общем, таким образом боремся. Дождусь президента, что он меня принимал, и все выскажу, что вот здесь ничего не делается. Абсолютно. Эти кабинеты Вакказ Тазуддинов выучил за годы обивания порогов. Самый первый главы поселения. Сегодня он снова пуст. Куда уходят деньги? Отвечают в исполкоме. Отчет главы у нас был. Вот он есть на сайте размещен в Зеленодольском. Вот там вот это, на сходе все озвучивалось, то есть был сход официально у нас. В исполкоме утверждают, что на сходе все рассказали и о деньгах, и о дороге. В этом году по самообложению ничего не собрали. Коллективно люди решили не сдавать. Но Тазуддинова там и не было. К сведению, теперь надежда на остаток 3 миллионов прошлого года и специальную татарстанскую программу. Деньги жителей все же опускались на дороге, сообщили в управлении сельского поселения. Но частично, полностью же дорогу постелят уже на республиканские деньги. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Зеленодольский район. Это новости на ТНВ и далее в программе. Реставрационные работы без лицензии. Есть судебный подрядчик.
Как дом Крестовниковых восстанавливали работники, которые не имеют отношения к реставрации. Об этом Альбина Минибаева. Теремок, теремок, кто в тереме живет? Пришел к нам на ночь. Михаил. Какой? Иван. Старую сказку в новой постановке кукольного театра увидела Ирина Зинатрулина. Рустам Минниханов с двухдневным рабочим визитом сегодня прибыл в Тегеран на деловой форум. Здесь рассмотрели пути развития Татарстана и иранского партнерства в торгово-экономической сфере. Также президент республики провел ряд официальных встреч с руководством страны. А завтра Рустам Минниханов посетит торгово-промышленные палаты Мешхеда и встретится с представителями бизнес-сообщества. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с представителями Дум обратил внимание на то, что молодое поколение неграмотно в вопросах религии. По его мнению, поэтому их внешний вид не соответствует традициям республики. Он имеет в виду бороды и черные одежды. Истинный мусульманин не познается по одежде, его отличие заключается во внутренней вере. Если в сердце человека присутствует любовь, значит, у него есть вера. Мы должны двигаться навстречу цивилизованному миру, открывать для себя науку и знания, заключил Назарбаев. Реставрация или уничтожение. Прокуратура приостановила работы в доме Крестовниковых. Объект культурного наследия, где жили знаменитые братья, восстанавливали субподрядные компании, у которых не было лицензий. Альбина Минибаева подробно о том, как дом Крестовниковых может поставить крест на бизнесе генерального подрядчика. Честно слово, я уже не помню эту организацию. Ни фамилии, ни имени работодателя. Дом Крестовникова сейчас восстанавливают работники, которые даже не знают, кто их нанимал на работу. И сложно поверить, что такие сотрудники имеют аттестации на реставрационные работы, как это положено по закону. Кто вам зарплату будет платить? Через посредник. В прошлом году Минкульт уже высказал претензии к подрядчикам реставрационных работ. В частности, их не устроено, как были покрашены оконные рамы. Также были претензии и к территории, где были работы. Собственно, работы до сих пор продолжаются, они не закончены. Нарушения отметили не только в Минкульте, но и в прокуратуре. В ходе проверки ведомство выяснило, субподрядчики вовсе не имели права притрагиваться к объекту культурного наследия. Установлено, что реставрационные работы на объекте Дом Крестовникова проводятся обществами с ограниченной ответственностью «Монтаж Спецэнерго» и «Стройинтерком» без соответствующих лицензий и аттестованных сотрудников. Тендер по реставрационным работам разыграли в 2016 году. Тогда же и начались работы. Генподрядчиком стала компания «Восток-С». Минкульт контролировал только ход реставрационных работ. За исполнением лицензиатами лицензионных требований контроль осуществляет территориальное управление. Домом Крестовникова сейчас владеет Минкульт Татарстана, а право пользования у театра Галяскара Камала. Для этого есть Министерство культуры, там службы есть, которые предварительно смотрят, они не дают кому попало. Проводится же аукцион через ГИСУ. В данном случае мы передаем ГИСУ. ГИСУ выступает как заказчик. Компания «Восток-С» продолжает оставаться генеральным подрядчиком восстановительных работ. Один из оштрафованных субподрядчиков уверяет, они вовсе не знали, что занимаются реставрационными работами. Нам удалось связаться с компанией-субподрядчиком. Проект на проведение капитального ремонта и был договор на проведение капитального ремонта. К генподрядчику обратитесь, все лицензии, все есть у генподрядчика. Правда, этот генподрядчик выбрал в помощники организации, которые не найдешь по их юрадресам. Теперь «Восток-С» под особым вниманием Управления Минкульта России по Приволжскому федеральному округу. Проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия без нелицензионной компании является недопустимым. Поэтому, учитывая, что лицензиат ООО «Восток-С» прекрасно понимал, что эти работы перекладывать на организацию, которая не имеет лицензии, недопустимо. Управление Минкульта России намерено запросить дополнительные документы по организации у республиканского ведомства «Востоку-С». Теперь грозит закат и выход из отрасли восстановительных работ. Альбина Минибаева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Весть о родных спустя 7 десятилетий. Судьбу своих отцов, дедов и прадедов, не вернувшихся с полей Великой Отечественной войны, узнали 18 семей из Верхнеуслонского района. Имена из небытия вернули татарстанские поисковики. Наградные листы и документы пропавших без вести вручили родным и близким. Ляйсан Сабирова о том, как возвращают потерянное. Это наш дядя. Дядя. Родной брат, старший брат моего отца.
О своем дяде семья Исмагиловых не слышала с 1942 года. Касим Исмагилов без вести пропал в самом начале войны. Долгие годы, поиски, запросы в военкоматы и никакой информации. И вот весть пришла. Спустя 76 лет героя семьи нашли поисковики. Они сделали большое дело для нас, для нашей семьи. Хочется сказать спасибо за их труд. Касым Абдрахманович был гвардией красноармейцем. В гвардейской дивизии служил. Кем служил, где погиб и где похоронен. Судьбу своих дедов, отцов и прадедов спустя 70 лет узнали 18 татарстанских семей. На войну ушли 11 тысяч верхнеуслонцев. Половина пропали без вести. Поисковики постоянно возвращают из забвения имена татарстанцев. И уже не первый раз они в Верхнем Услоне. Было такое мероприятие в Каргузе. В Каргузинской школе проводили, в Доме культуры очень много собралось с близлежащих деревень, и люди плакали. Эти бумажки, казалось бы, они, во-первых, возвращают действительно доброе имя, а во-вторых, успокоение в семью, что он все-таки действительно где-то успокоился, где-то лежит. Цветы, время, но не забыт ни один герой. Себе мы выбрали это время. Военные песни сегодня поет уже нынешняя молодежь. Поисковики не случайно вручают семьям извещения о судьбе их родных именно в школах, чтобы память была вечной. Лейсан Сабирова, Лина Зинатуллина, Дина Хисмудинова, Ринат Сафин, ТНВ, Верхнеуслонский район. Старая сказка в новой трактовке. Спектакль «Теремок» пополнил репертуар кукольного театра «Океет». Классическую историю о силе дружбы маленьким зрителям теперь рассказывают веселые скоморохи. Сказку Маршака в новой версии увидела Лина Зинатуллина. Народные напевы, дудка и балалайка. В сказку о теремке маленьких зрителей погружает трио веселых скоморохов. Идея добавить живые инструменты и пение, а главное народный колорит, пришла молодому режиссеру спектакля. Сказка такая, восприятие людей классическое, русское. Поэтому в подаче-то хотелось через русскую народную культуру несколько так подать. Ну и немножко добавили клоунады. Артисты выкладываются по полной, у каждого по несколько ролей, а образы животных порой приходится создавать без кукол. Варежка, ложки и бубен, вот и лягушка-квакушка. Здесь надо и на инструментах играть, и танцевать, и петь, еще с куклами работать, еще взаимоотношения между артистами выстраивать. Здесь ни секунды продыха нет. Зато дети остались в восторге и наперебой торопились поделиться впечатлениями. Было ярко и красиво, и еще гром понравился. Особенно понравилось, когда вот эти тети танцевали. Увидеть сказку «Теремок» казанцы смогут в ближайшую пятницу, субботу и воскресенье. Лина Зинатульна, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. А вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов-112». В Казани обнаружили незаконное производство медицинских изделий. Все подробности через несколько минут. Далее выпуски спорта и прогноз погоды. Я же не прощаюсь. Увидимся в 21:30. Иногда ипотека бывает неподъемной. Мы снизили для вас процентную ставку. Ипотека всего от 8% в новом жилом комплексе «Садовое кольцо». Акташ Инвест. Доверьтесь нашему опыту. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Продадим любой ценой. Ограниченная партия автомобилей Nissan с максимальными скидками. Узнайте подробности в автоцентре Марка. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. За один сеанс. 292 66 77. 100 тысяч подарков. Весь апрель Мебельград дарит подарки каждому покупателю. В магазинах «Идеал» еженедельные поступления обуви из Испании, Сербии, Турции и России. «Шевроле Нива» – надежный внедорожник с постоянным полным приводом, созданный для самых сложных дорожных условий. Успейте обменять свой автомобиль в Кан-Авто на новый «Шевроле Нива» с выгодой до 60 тысяч рублей. Кан-Авто. Дети, что между вторником и четвергом? Скидки в пятерочке!
Пятерочки каждую среду. Всем родителям с детьми скидка 10%. Приходите в среду за покупками всей семьей. Пятерочка выручает. Данила Мастер. Распродажа памятников. 202 38 32. Только в апреле. Удача в придачу в аквапарке «Ривьера». Приходи и получи гарантированный приз. КПК «Семейная копилка» открывает свои двери. Только 20 и 21 апреля в честь открытия офиса в Казани принимаем сбережения по 25% годовых, а также дарим приятные подарки. Ждем вас по адресу улица Чистопольская, 55. Подробности по телефону 239 17 36. Болят суставы? Вы можете забыть об этом уже после первого визита к нам. Клиника «Движение Плюс», Казань, Вишневского, 2А. Телефон 225 28 25, 225 28 25. Только до конца апреля. «Лада Веста» с выгодой до 30 тысяч, «Лада Гранта» до 60 тысяч и X-Ray до 90 тысяч рублей. Подробности на сайте parus.lada.ru. Автоцентр «Парус». 23 апреля в 10 часов Казанский государственный медицинский университет объявляет День открытых дверей. Бутлерова, 49. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Вся основная борьба еще впереди. Во втором матче женской суперлиги финальной серии казанские волейболистки не смогли справиться с московским «Динамо» и уступили в 3 сетах. Хотя днем ранее казанские девушки разгромили соперниц на той же площадке. «Динамо» Казань на кураже от победы в Кубке ЕКВ буквально взорвало и шокировало волейбольную общественность России, не отдав ни одного сета. Однако после такой феноменальной победы кураж, естественно, поутих. А вот усталости, к сожалению, не убавилось. 3-0 по сетам и счет в серии сравнивается 1-1. Теперь у казанских волейболисток есть время на отдых и возможность встретить соперника во всеоружии на своей площадке на играх 28 и 29 апреля. Во вчерашнем матче мы допустили очень много таких тактических ошибок, плохо сыграли на блоке, в атаке сами ошибались, что и привело уже к такому краху, где мы уже просто не смогли ничего сделать. Поэтому мы разбирали, у нас еще было собрание, и мы с девочками поговорили, как что лучше сделать, чтобы победить, и у нас вроде в принципе получилось. Баскетбольный «Уникс» в рамках подготовки к предстоящей серии игр на вылет Единой лиги ВТБ на выезде проведет 2 товарищеские встречи. Обе игры с турецкими клубами «Стамбул» и «Галатасарай». Матчи запланированы на 25 и 27 апреля. Напомним, что «Галатасарай» стал участником нынешнего розыгрыша Евролиги благодаря победе в Кубке Европы в прошлом году. Однако завершил сезон на 12-м месте. В регулярном чемпионате Старого Света команды обменялись домашними победами. В чемпионате Турции «Стамбул» занимает 10-е место, «Галатасарай» на 6-й строчке. По словам главного тренера Евгения Пашутина, задача команды подойти к играм не только в максимальной физической форме, но и укрепить командную химию. Тем временем в Чехии стартовал международный турнир по хоккею среди полицейских. Россию на турнире представляет казанский клуб «Динамо». Команда успела уже провести 2 матча. В первой игре наши ребята одолели словаков со счетом 7-1. Во втором поединке оказались сильнее финских полицейских. Накануне отлета в Чехию «Динамо» провело товарищеский матч с командой «Барс», выступающей в высшей хоккейной лиге. Именно «Динамо» удалось открыть счет после быстрой контратаки, а через несколько минут бело-голубые упрочили свое преимущество при игре в большинстве. «Барсы» дважды отыгрались, но итоговый результат на табло 3-2 в пользу «Динамо». И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Время новостей о погоде. Погода в республике нестабильна. Несмотря на прогнозы, в предстоящие сутки в некоторых районах республики ожидается резкое повышение температур, а также осадки. По данным Яндекс.Погода, в предстоящие сутки на юго-востоке Татарстана ночью будет облачно, без осадков и до 2 градусов мороза. Днем же ожидаются дожди и резкое повышение температур до 13 градусов тепла. На северо-востоке облачно, ночью снег -2 градуса. Днем же ожидаются дожди и до 7 градусов выше 0. На севере республики ночью снег и до -1. Днем же ожидаются дожди и до 6 градусов тепла. На северо-западе ночью снег, местами сильный, до 2 градусов мороза. Днем же ожидается снег с дождем и до 3 градусов тепла. На юго-западе облачно, снег, местами сильный, ночью -3, днем же до 2 градусов выше 0. В центральном районе республики будет пасмурно. Ночью со снегом и до 2 градусов мороза. Днем ожидаются дожди и повышение температур до 11 градусов тепла.
В последующие сутки небо прояснится, но температура понизится. В предстоящие сутки в Казани ожидается снег. Ночью будет до 3 градусов мороза, днем же около 0 градусов. Ветер северо-восточный, порывистый, до 14 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 88%. Ожидается магнитная буря. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.